Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Минэнерго России при участии компаний топливно-энергетического комплекса планирует формирование отраслевых центров компетенций по цифровой трансформации и Совета по цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса России в рамках проекта «Цифровая энергетика». Этот проект сформирован с учетом приоритетов, обозначенных президентом России, и предложением национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровизация в производстве и передаче электроэнергии позволит снизить аварийность и сократить сроки технологического присоединения к электрическим сетям. Цифровые сервисы для потребителей существенно повысят им доступность услуг и откроют новые возможности, включая выбор тарифа, получение статистики о потреблении, управление нагрузкой, подключение к электрическим сетям без посещения офиса сетевой организации. Госдума в первом чтении одобрила поправки в закон о государственной социальной помощи, который предполагает рост пенсионных выплат для неработающих пенсионеров. Документ предполагает введение специальной социальной выплаты, которая будет направлена на то, чтобы ликвидировать разницу между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону. Это приведет к тому, что материальное обеспечение неработающих пенсионеров ежегодно будет повышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и одновременной выплаты, которую ранее выплачивали исключительно в случае недостижения пенсии прожиточного минимума по региону. Тем временем Государственной Думой России в третьем окончательном чтении принят законопроект о праве лиц предпенсионного возраста на получение алиментов по нетрудоспособности. Согласно действующим нормам Семейного кодекса России, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов. То есть родители обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. А трудоспособные совершеннолетние дети также обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Такое же право может возникнуть у нетрудоспособного супруга, совершеннолетних братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, фактических воспитателей, отчима и мачехи. Закон закрепляет на прежнем уровне возраст, с которого граждане, не имеющие доходов, приобретают право на алименты по нетрудоспособности – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что полностью завершить газификацию России удастся через 10 лет. По словам Миллера, по состоянию на 1 января 2019 года средний уровень газификации в стране составляет 68,6%. При этом применительно к городским территориям этот показатель чуть больше 71%, для сельской местности почти 60%. Глава «Газпрома» также предупредил, что трубный сетевой газ во все населенные пункты страны в любом случае не придет. Это все-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией, пояснил Миллер. Компания «Ростелеком», владеющая 45% оператора мобильной связи «Теле2», договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора. Структура сделки предполагает, что «Теле2» продолжит работать независимой дочерней самостоятельной компанией с существующим менеджментом. В результате покупки «Теле2» объединенная компания будет иметь годовую выручку около 500 миллиардов рублей, то есть станет по этому показателю крупнейшей на российском рынке. О том, как привлечь инвестиции и застраховать рынок республики от различных рисков для предприятий, обсудили на круглом столе с участием руководства Якутии, торгово-промышленной палаты, инвестиционных компаний и представителей Московской биржи. Заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков назвал создание благоприятной деловой среды в республике одной из приоритетных задач правительства. Мы все, руководство республики, руководители ведомств, ответственных за поддержку бизнеса, и сами предприниматели заинтересованы в создании инфраструктуры для развития малого и среднего предпринимательства. Ведь в конечном итоге процветание бизнеса – это залог повышения уровня жизни людей, отметил зампред. Участники дискуссии обсудили размещение облигаций на Московской бирже как способ финансирования развития бизнеса, преимущества облигаций как беззалогового инструмента, страхование рыночных рисков и инструменты страхования возможностей рынка капиталов. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.